2012 году, вот Нюрбе, так, вот жители Нюрбинского района, ну, те, кто меня знал по Мирному, ну, и те, они обратились ко мне, так, что вы хорошо работали в Мирном, так, и поддерживаем, участвуйте, и мы хотим тоже, чтобы Нюрба стала как мирный город, ну, как Нюрбинский район. Тем более у нас алмаз есть. Вы умеете ставить задачу, мобилизовать людей, ну, эффективно работать. Ну, я согласился, и меня избрали. Предложение от имени населения, ну, людей, сделала Варвара Андреевна Петрова, это, которая работала в Нюрбе главой, да, она в то время тяжело болела, она меня пригласила домой, и со ссылкой на мнение народа, населения, людей, да, она сказала, что вот попробуй. Вот в тому времени Варвара Андреевна, мы знакомы были по работе в Мирнинском районе, я в администрации, она в Нюрбинском районе, и еще она депутатом была, и вот мы с ней, да, мне как предложение вот это, ну и реально, если вот вопрос открытый, да, предложение поступило от Варвары Андреевны Петровой. Вот есть так называемый закон, избирательный закон, и там можно выдвинуться от партии или самовыдвиженцем, тогда ты начинаешь собирать подписи. А вот предложение от Варвары Андреевны мне поступило очень поздно. Да? Очень поздно. К тому времени я был член уже «Справедливой России», я обратился в свою партию, ну, лично Федот Семенович, что вот мне поступило. В принципе, я не возражаю. Как ты смотришь? Он что, это очень хорошо. Все. Вот, как выдвижение от партии будет. И он даже, ну, скорее всего, в то время он не рассматривал. Я был, ну, Федоту как подарок, что с этим пришел, что вот, да, мне поступила вот с Варварой Андреевной, и поддержка, ну, часть населения, людей Нюрбинска, они, ну, видят меня и будут поддерживать. Я приехал в Нюрбу, пообщался с людьми и понял, что люди не видят вообще перспективу, только не для себя, а вообще перспективу для детей, вообще перспективу жизни. И они замыкались вот в повседневные заботы. Ну, допустим, вот дорого ездить в Якутск, летать и так далее. Или вот нынче урожая нет, что делать? Да? А чтобы была перспектива, вот, перспектива и будущее, и нужно было придумать, чтобы, ну, будущее это наши дети, внуки, да? А чтобы дети, ну, у детей, внуков была перспектива хорошей жизни. Мы все хотим, чтобы наши дети, внуки жили хорошо. Хорошо. А вот понятие «хорошо» каждый вкладывает свою точку зрения. И здесь вот мое понятие категории «хорошо жить», я что, пойду согласовать с кем-то? Да. Потому что у каждого есть своя точка зрения, вот как хорошо жить. Да. Вот я считаю, что хорошо жить мои дети или внуки, чтобы они могли, где захотят, там жить и быть востребованными, быть хорошим специалистом, квалифицированным, то есть конкурентоспособным. Это спокойно достижимо. Да? И здесь мы исходили из того, что чтобы хорошо, ну, уровень жизни стал лучше, нужны инвестиции, да, производство и человеческий капитал. Допустим, можно очень хорошее оборудование, да, сделать, так? Но если человек не сумеет извлечь 100% вот этой возможности этого механизма и машин, так, ну, толку нет. А живя в Нюрбе, мы, в принципе, не можем влиять на инвестиции в производство. Ну, мы можем только говорить, что да, вот это. А вот инвестиции, человеческий капитал, спокойно можем, так? И мы выбрали, что да, действительно можем внести инвестиции свои в человеческий капитал нюрбинцев. И в первую очередь, это что такое человеческий капитал? Чтобы в первую очередь, самое первое, что необходимое условие быть конкурсом, это человек должен быть внутренне свободным. Да?
он ни с кем не должен согласовать. Вот он сам должен решить, что делать ему, где жить и чем заниматься. Он должен решить, а не кто-то. И он ни с кем не должен согласовать. Вот это необходимое условие. Вот чаша терпения, которая переполнила чашу терпения власти и республиканской власти, это было два моих решения. Да? Это в первую очередь, это пресловутые 10% Алроснефтьбанк, пакета акций Алроснефтьбанк, да? Потому что это в свое время преобразования этого общества, да? Это 10% было предназначено Нюрнбергскому району. Да? И когда в 2003 году произошло разделение на муниципальную и государственную собственность, республика забрала себе. Здесь можно очень много говорить, но мы считаем, что эта республика забрала незаконно, потому что изначально, когда принималось решение учредителями этого общества, эти 10% были собственность района. А район стал муниципальным, и здесь формально пытались подвести оправдательную базу свою, что в то время, когда это 10% выделялось Нюрнбергскому району, Нюрнбергский район был местным органом государственной власти, частью государства. И теперь было государство, и поэтому я забираю. Так? А еще уже было 1% акций Алроса, большого Алроса. Так? Природа одна и та же. Алмаз-2 промышленность, и здесь тоже. И к тому же Алроснефтьбанк это практически на 80-90% это собственность большого Алроса. Вот 1% пакета акций Алроса большого они передали Нюрнбергскому району. Не только Нюрнбергскому, 8 районам так называемой Алмазной провинции. Это Алабарский район, Оленевский район, Мирнинский, Ленский, Сунтарский, Нюрнбергский, Вильюйский, Верхневильский. 8 районов передали. А вот 10% акций по такой же аналогии, переданные Нюрнбергскому району, они забрали себе. Сейчас я прохожу подсудимый. Да? И все следствие я отказывался давать показания. Поскольку обвинение я считаю абсурдным и не давал показания, отказывался, закон мне позволяет. И сейчас вот единственная тема, которую я не могу открыто говорить, это тема по содержанию моего уголовного дела, которое меня инкриминирует. Вот есть два свидетеля, те мои подчиненные, так, которые оговаривают. Не сказать, что очень сильно оговаривают, но они оговаривают под диктовку следствия. Их сломали, они сломались, слабые люди сломались, и под диктовку следствия они написали. И это, то, что они написали, якобы, оговор на меня, следствие использует против них самих. Если человек попадет в их ситуацию, когда следствие приходит и говорит, или возбуждаем, или сажаем тебя, или дай какие-то показания. Да? Это сложный выбор. Я их нисколько не осуждаю, но я их принял на работу, приглашал, потому что они действительно по своему направлению, они были специалисты. И сейчас остаются специалистами. Но они якобы защищают свои интересы таким образом, так, под диктовку и под нажимом следствия. Узакова, потому что один эпизод, когда строительство школы, да, мы заключили соглашение с Минстроем, Минстрой, Министерство строительства и район, что Минстрой финансирует 105 миллионов эту школу. Так, И она идет свидетелем по исполнению, по обстоятельствам заключения этого соглашения и по исполнению этого соглашения. Узакова была как-то на судебном заседании и дала вполне объективные показания. Я родился свободным. Да? А Вильюйский, Сергей Николаевич, тоже свободный человек, Нюрнбергский тоже свободный человек. А свободный человек, он не может, в принципе, он не может с кем-то договариваться. Договариваться о чем? Что, допустим,
допустим, мне нравится кто-то. Да? Я не могу договариваться, что вот мне он нравится, и ты мне разреши, что он мне нравится. Вот договоренность, я так считаю, что, допустим, я хочу сделать, хочу пойти отпуск, допустим, куда-нибудь, да, что я пойду договариваться, что вот я хочу туда, ты согласуйся со мной. Никогда. Да и сейчас вот всем людям надо понять, кто они такие, чего они хотят. И перед собой ставить вполне конкретные задачи, допустим, вот чтобы их дети, вот как в Нюрнберге я внедрял, что очень мне понравилось власти, республиканской власти, что люди свободные, они сами решают, где жить, чем заниматься, и только вот поддержка со стороны муниципалитета, государства должно быть, а не указывать, допустим, вот взять тоже выборы, да, выборы. Вот административный ресурс что такое? Вот, допустим, вы учитель или работник культуры, бюджетник. Дается приказ, сверху идет приказ. Сверху Егоров дает приказ министру управления образования, управления здравоохранения и так далее. Все должны голосовать вот как так. Да? Ломает людей. А если человек сломанный уже, он никогда свободным не будет. Да? И он, несвободный человек, он не может быть опорой сильного государства. Вот сентябрьские выборы, так, они будут довольно-таки напряженные. Да. Сейчас вот в республике все-таки очень много протестного настроения. И они обоснованы. И действительно есть чему протестовать. Да? Вот смотрите, он говорил, что вот рабская психология, его никто не уважает. Да? Допустим, вот я с Егором Афанасьевичем знаком еще с студенческого времени в Новосибирске. Да? И даже в Новосибирске, вот когда студенты были, он ничем не проявлялся, он был серенький. Да? Ничем себя не проявил. Да? Есть были, которые отстаивали свои права кулаками. Есть были, допустим, я учился очень хорошо, от природы, при рождении Бог поцеловал Бог. Да? И поэтому вот я учился легко и непринужденно. С отличием закончил, отлично учился. И поскольку за участие в олимпиадах студенческих, за первые места ставили автоматом по всем предметам. Да? Мне это очень нравилось. Да? И поэтому я участвовал на всех олимпиадах, по всем предметам, начиная с математики, заканчивая историей. И всегда я занимал практически первые места в своем институте. Тогда институт строительный. И в городе Новосибирске я тоже всегда был призером. Да? И даже вот союзный, тогда союз был, такая страна была, Советский Союз, да? Это очень мощная страна была. И участвовал один раз в союзной олимпиаде по сопротивлению материалов и тоже выиграл. Да? И таких, как я, они были. Так, ярких людей. Да? А Егор Афанасьевич, он еще не блистал. Да? Блистал. Поскольку он стал Илдарханом, значит, действительно у него есть такие качества, которые востребованы. А востребованы, те ли качества востребованы, это другой вопрос. Да, мы можем пригласить на эту тему, я могу рассуждать на эту тему. Те ли качества сейчас востребованы властной структурой Единой России. Да? И вот смотрите, даже последнее, вот всегда вот ездит Егор Афанасьевич в Москву, вот приезжает с реляцией, что я добился того-то, я согласовал то-то. Вот смотрите, вот не его слова, а то, что иногда прорывается вот видео информация, его действия, критикую, потому что вот то, что делается вот, в республике под его руководством, оно или не доводится до конца. Вот было объявлено, допустим, откройте прошлогоднее, позапрошлогоднее его слова. Да?
до конца что доведено, нету. Одни декларации. Сейчас вот, допустим, 2 года назад другое было, так, допустим, кластерное развитие экономики. Сейчас мы проектное управление, цифровая экономика. Почему-то вот развитие кластерного, много было сказано, так, ничего не сделано. Так нужно вот просто заболтать. Очень хотелось бы, чтобы вот действительно люди поняли, что есть в республике, есть свободные люди, так, свободные люди, и они уже не боятся за себя, да? И люди придут голосовать обязательно, придут на голосование и проголосуют сердцем за свободных людей. И я очень хочу, чтобы Илтумен и даже Илдархан, они стали свободными людьми, чтобы они на федеральном уровне смогли спокойно отстаивать наши интересы, а не чьи-то интересы, вот Москва сказала, поэтому я так делаю, чтобы не было такого. И чтобы наших людей, депутатов, даже любого человека, они, нашего Илдархана, вот где-нибудь, вот в метро или где-нибудь не сталкиваются, если они сделают попытку, чтобы он достойно отпор дал. И чтобы не было, вот Илтумен пришли люди, которые действительно будут не просто вот давить кнопку по решению, к чьему-то решению. Так, люди с арабской психологией. Сейчас вот Илтумен, более половины это люди арабской психологии, которым до лампочки вот интерес народа, даже фундаментальные интересы вот, населения республики, им на это наплевать. Есть люди, которые вот способны на поступок. Афанасий Алексеев. Вот такие люди, не боясь, если пойдут на Илтумен, да, народ их поддержит, люди поддержат. Потому что вот сразу увидят, что да, этот человек, он способен на поступок и может защитить мои интересы. И когда вот пойдет партийная «Единая Россия», там это будут те люди с арабской психологией, которые вот скажут, иди застрелись, он пойдет застрелиться. Мне 62 года, да? Но тем не менее, вот сейчас вот последние годы, так, вот 62, если раньше это был возраст, да, что на покой нужно, а сейчас вот медицина и все остальное, да, дало нам еще 20 лет активной жизни. 20 лет я все равно буду бороться, что я прав, да, я в борьбе. И Илтумен я буду бороться, и за муниципальные выборы буду бороться, да, потому что я уверен, без свободных людей будущего нету. Я не хочу, чтобы наши дети, внуки были как индейцы, вот, напялят перья орла или коршуна и там потанцевали танец орла, и за это иностранцы пришли и по $1 дали, как индейцы американские. Я не хочу этого. Для этого лучше не жить. Я бы очень хотел, чтобы вот это наше общение, вот это наш разговор дошло до сердца, до души каждого, кто смотрит, так? И они задумались, что быть свободным – это очень легко, да? Легко, и это приятно. Да? А когда ты, человек, сам себя считаешь несвободным, маленьким человеком, от которого ничего не зависит, вот это у вас и у самого, и ваших детей, внуков будущего нет. Чтобы будущее добиться, нужно быть свободным человеком, жить своим умом.